Те дома, которые, значит, еще теплят надежду, я предлагаю, значит, со следующей недели старший дома и жители заслушиваем управляющую компанию, принимаем решение по ней. Тоже уже конкретно по проблематике, по мелким вопросам. Принимается? Принимается. Значит, действуем через старших домов. А вы, уважаемые жители, поактивнее общайтесь со своими старшими домами для того, чтобы нам выстроить правильные взаимоотношения, заключить договора с управляющей компанией, где прописать все права и обязанности. Значит, договор, значит, у кого нет компьютеров, можете получить. Сейчас вот при выходе примерный, вы можете туда что-то записать еще, но мы такой сделали большой договор. А так он размещен на сайте. Можно вытащить его. И можно дописать все права. Значит, секунду, вы старший дома? У нас только старший домов, а то носит базар. Все, вот старший дом, пожалуйста. Ничего не слышно. Так, ничего не слышно. Администрация ваша администрация уже так писала, что ты на линии нет. Сегодня мы должны понимать, что есть управляющая компания. Давайте действуем контролируем. То, что касается в силу того, что некоторые руководители не понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и от чего может загореться дом. И неправильно планируют сегодня проведение ремонтов, а тратят деньги непонятно на что, конечно, это наша с вами задача. Виталий. Здесь. Окей. Знакомые девушки. Где-то я вас видел. Да. Сейчас припомню. Мы сейчас сделали проект и, значит, попали в федеральную программу строительства нового хирургического комплекса и на 460 коек огромного на территории терапии. И мы хирургию и вот это отделение туда переводим. На следующий год начинаем строить. Да. На следующем году начинаем строить. Главный ЖКХшник смылся? Да? Воробьев. А я вместе с вами проконтролировал. Можно мне, дорогие? У старшего, должно быть у старшего подъезда как минимум. А давайте, дайте мне эти проблемы. Я с удовольствием о проблемах поговорю. Более объективно. Итак, пометьте вот по этому ключам, чтобы ключи дали старшему. Верхние этажи свободны ведь? Свободны? Часть отдали Роскадастру, да, насколько я понимаю? Значит,
Значит, мы со следующей недели отдельно по каждому дому, значит, да, начинаем заслушивать управляющую компанию, а параллельно, значит, те дома, те старшие домов, которые приняли решение заменить управляющую компанию, надо посмотреть, какая в районе компании есть, и запустить заочное голосование. Ну, выбирали компанию на это вы. Да нет, уже просто народ смеется, на самом деле, в чем мы тут? Я вот, знаете, я вот Сергею Егоровичу говорю, Сергей Егорович, надо в следующий раз несколько перчаток боксерских жителям, значит, и... Все, по одному дому начнем собирать, потому что не организовано. Со следующей недели начнем это делать. Пожалуйста. Какие ко мне вопросы, пожалуйста, подходите. Все, тогда спасибо, со следующей недели начинаем это делать. А мы со старшими домой согласуем и объявление. Да, пожалуйста. А я буду снимать. Сергей Егорович, иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Пожалуйста, Виталий, иди ко мне. Давай, выходи ближе, давай. Давай. Это самое главное. Я уже пропустил. Главное меня еще снимите, меня всегда знает. Так, внимание, жители. Так, дорогие жители, тут вопрос, значит, вопрос важный, который касается многих. Значит, да, что многие управляющие компании, так, потише, многие управляющие компании, значит, задолжали сегодня заводу, Мосводоканалу. И начали выставлять жителям огромные суммы денег, если тут где-то 16 тысяч, некоторым даже 90 тысяч. Секунду, послушайте внимательно, а то мы сейчас покричим, опять, значит, ничего не решим. Вот, значит, начали выставлять большие деньги. Почему? Потому что они не работали с жителями, да, не предупредили жителей, что у кого стоят счетчики, они должны поверяться. И те жители, у которых счетчики были просрочены, они им насчитали деньги по норме потребления, водопотребления. Что сделали неправильно? Потому что многие жители проверили счетчики, и они показывают правильно, а они им насчитали денег. То есть они не работали с жителями, потому что вот эта задолженность образовалась, что многие жители по счетчику потребили, скажем, 10 кубометров воды, а написали 1 кубометр. И они должны были проверять эти счетчики, согласно закону, по-моему, раз в 3 месяца они или раз в 6 месяцев проверяются, списываются, да, и отслеживают. А они просто взяли в тупую и начислили счета, у кого счетчики были просрочены, ну, поверку не прошли. Это неправильно, я вот и в газете тут мы опубликовали, что не волнуйтесь, все эти перерасчеты будут сделаны, никаких денег не возьмут. Только те, у которых счетчики, значит, или были испорчены, или, значит, неправильные показания были написаны, вот с них возьмут деньги, которые они не заплатили. Где находятся эти Сегодня, потому что это часть общее собрание. Все должно решать собственник. Ну а в частности в этом вопросе я могу только озвучить.
Ну, с кем я связаться могу? Дайте, ну, как я вас найду? Ты что-то опоздал сегодня. В тике сидел? А, понятно. Молодой человек, вопрос. Я по подъезду. Значит, вопрос будешь выполнять? Нет. У вас Сегодня вот я очень интересно. Сейчас асфальтируем, значит, по всей положительной асфальтируем. Жители начинают ломать. Почему? Потому что удобно. А я ему говорю, печатно, я тебе Этот закон как раз, который говорит. Я привык, видимо, там Павел. Этот закон Павел. Да. я чуть не буду изменить. Нам более-менее понять. Вопрос. Как обычно. Она просто хочет. А будет Значит так, у меня просьба к вам, как к администрации. Я не знаю, как других домов. Мне интересует хотя бы на образце нашего дома получить отчет. А вы, у них есть неделя пройти по подвалу, по всем подъездам, получить подписи, не получить подписи. Короче, отчеты о капитальном ремонте, который проведен. Вы обязаны. Сейчас собрать. Обязательно. Вот вы говорите, у вас нет, у вас нет. А кто у вас Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? Это контролирует. Я думаю, что администрация... Администрация города это само собой. То, что касается, вы собственники своей квартиры, вы собственники своего дома. Я писала, у меня есть официальное письмо, запрос
в этот самый, в ЖКХ. Сплошь и рядом. То, что много случайных людей, к сожалению, поэтому мы сегодня собираем жителей для того, чтобы мы собрали, Ну, во-первых, нарушается технология, полипропилен не может там установить и так далее, и так далее. Я сказала, его установили, мне сказали сертификат. Если Владимир Геннадьевич по телевизору видел, говорил, ребята, будем качественные трубы искать качественного полипропилена нет. Он на горячей воде. Я конкретно. Там ни площадки детской нет, дом новый строят. Полное безобразие. Вы видели наши дома? Видели. Вот. Падают куски цемента на голову, и нормально. Нам уже, знаете, сколько обещали? И когда крыши еще крыли, нам обещали. Сделаем. Но на следующий год смеются. Все сделаем. Вы для личного архива? Я для... в интернет. Ну, довольны вот не один человек. Вы не помните. Ну, очень плохо. Мои как после капитального ремонта. У нас нет можете вы нам помочь заставить управляющую компанию прийти с отчетом с готовым капитального ремонта нашего дома? Почему? Потому что это в обязательном порядке должно делать совет многоквартирного дома. Либо инициативная группа с дома. Понимаете? Еще раз объясню. Вы пытаетесь решить проблему, свою проблему. Ну, если вы У вас есть зачем? Вы соседей призываете? плохо уволились и пошли. Какой адрес? Флёрова 2-2. Ужас, дома пришел, кто пришел, сфотографировал. Вот, Петр Петрович поможет вам. Никто ничего не поможет. Никто. У него вот этот проект «Все дома». Обратитесь. Флёрова 2-2. Самоделов в банк обращается. Вот Кванда, это инженер. Темный вообще скрылся, его нету. Его исчез, у него заболели сразу и дети, и семья заболела. Ну, к нему когда не приди, у него его на приеме нет. У него он на собрании, на совещании, там и налоговая его было. Смешно, но больше часть принимает это решение, подаем заявку, и нас решение. Петр Петрович. Вот, Петр Петрович. Вот он. Вот, Петр Петрович. Значит, мы сделали сейчас, сейчас программу развития территории, в первую очередь, и перспективы этих людей Значит, я еще говорю, в будущем мне понятно, куда собрать на третьем положении сейчас компания выбрала, начиная, наверное, март. Значит, вы не рассказываю. Вот все программы развития, которые приходят в позицию, я думаю, что мы будем нет, ваши программы развития. Федеральный, конечно. Почему не стоит все учета в подвале? Он сказал, что механизма нету. А вы нет, его управление. Он установлен. Я работаю на 345 заводе, технические условия выведены на один Большинства людей почему-то кто-то должен за вас что-то делать. Да нет, что вы должны делать сами? Я хочу узнать, что вы делаете. Вы за себя так делаете. Про федеральный закон... Вы мне сейчас задаете вопрос. Когда Габриэль, я сейчас можно мне вопрос?
Еще раз, не вводите в заблуждение. Я, как сотрудник 45-го закона, вместе с тепловыми сетями проводила обследование подвала своего собственного дома в связи с наладанным отчетом. Никакого узла учета не стояло. Мало того, определить стоял не там. Я специалист по энергетике. Вы не путайте мозги. Узел учета там не стоял. Не ходила в подвал. Готова сходить. Готова сходить. Да. Я скажу. Неужели тяжело собрать людей в своем доме? Я была в подвале своего дома в июне или в июле месяце. Узла учета там не стояло. И если узел учета закуплен другой, тех условия были выведены на один. Приезжал, решил вас такой дядька. Да, а я его взял. Очень приятно. Не знаю, я вас не знаю. Очень хорошо. Слушайте меня, пожалуйста, пока мы будем смотреть сквозь пальцы на все эти дела, пока будем ждать дядю, который придет за нас. Ну пусть тетя пришла. Вот просит, скажите, почему такой узел учета поставили? Не вовремя, кто контролирует? Мы же дома. Ну, Вы, собственно, не являетесь своим. Я вам еще раз говорю, вам вашу дачу придет дядя, который не начнет все это. Потом возглавляет Московскую область именно для этого лица. На что мне она была ответила, что Федерация Московской области письма я писала, и, значит, и Москва область отказывает, пришел мне ответ. Либо мера жилья, то есть собирание моих комнат, выделение нам квартиры, да, либо, значит, а мне не дают, чем мы вот мы ходили, вот нам сейчас позвонили, то что я как пришли наши, меня, значит, да, мне предлагали договорить, я говорю, дайте нам квартиру. Начальник управления по территории. Бывший зам по строительству. Вот стоит. Воробьев Дмитрий Викторович. Он по асфальту. Дмитрий Викторович по асфальту. Дмитрий Викторович. А, Ричард. Да. Именно к вам. Перед нами разрешили ставить новый лазер. И в свое время они придумали там эти у нас народ сидел 2,5 месяца. Рублей там за недостающие, хотя мы сделали мобильный телефон, когда они стали лучше, когда я у них стала спрашивать, я не могу так. Я не могу По 16. Вас записала? Юля записала? Да, я его... Все. А вообще, вот смотрите, мы записали эти телефоны, один площадки. вот они перебили, когда я В администрации. Сначала, если он не исполняет, вы пишете заявление о просто так пишете. Администрация должна в течение 5 дней проверку произвести. Если все выяснит, в течение 15 дней собрать Да. Чтобы вы мне провели, надо посмотреть. Там где в домах, где вы не живете. Там ТСЖ, это совсем другое. Там подвалки выкупили, и мы это там кто на ремонте А наш Наши нет, это не город, это подвале, а у нас адвокатским рабочим делают. Они должны все, они все должны делать. Там даже сделать, да. Там хороший
И новый этот дом выстроили, девочка, у них эти пешеходные дорожки все заняты машинами. Машины, там все машины у меня ставят машины. Нет, ладно, ставят, но когда еще не победа, а из подъезда не выйдет. Один раз забила танками, так это с нашего подъезда Если нарушать, что говорит? Потому что проблема решения, что они взяли такое большое количество домов. На сегодня водитель физически пройти, посмотреть, как работают техники, невозможно. Я не думаю, что максимум 10 домов, 5 домов, это никак вообще не соберу. Я не уверена вообще. Есть компания, если больше возьмет, тоже сможет. Она в лицо. Он знает, не ждет, пока не знает, что надо сделать, потратить в 2 раза меньше денег, чем ждать, пока что-то случится. А они многие рассчитывают, что что-то случилось, и люди сами сделают. А, так сказать, мотивация готовилась бессовестно. Вот поэтому надо, конечно, выбрать компанию, которая с точки зрения физической возможности. То, что касается китайцев, вообще как здесь А вот за то, что сейчас Вам надо сначала это надо вот так это коммерческие организации. Почему я вам начал отвечать? Потому что нет у нас управления, только вместе с собственниками. Это отдельный коммерческий Хорошо, да, я тоже не было. Вот раньше все было муниципальное, сейчас приватизировали. Как-то все-таки можно. Нет, ну допустим, если мы на какой-то магазин будем жаловаться, мы же вправе, как мэр города, закрыть этот магазин. Почему? Нету прав таких. Мы можем привлечь. То есть они могут отравлять людей, Значит, мало того, что у нас сейчас же идет либерализация, да, сейчас вообще сказали, что раньше, если можно было там пожаловаться, послать проверку, да, вот, сейчас через прокуратуру, значит, раз любые службы, значит, раз в 3 года имеют право проверить. Если явное нарушение, что значит некачественные товары и все это дело, да, мы привлекаем Роспотребнадзор, который имеет право на это дело. Администрация не имеет права. Я вам говорю, что 87 палаток там поставлены единые бумажки, никто разрешения не давал. Снести не могут. У нас сегодня игровой автомат давно все убрали. Ой, у меня напротив эти компьютерные, зачем брать? На Фёрка 2 там автоматы у меня. У меня автоматы. Игровые автоматы, ну дайте. Давайте, это не закон. Сегодня законодательство, почему вот я начал ездить, законодательство у меня очень много полномочий уходит на
жить в общественности. Администрация всего знакомится, а у нас уже 230 тысяч жителей. Только вот жители можно делать. А мы на сегодня, вот Медведев подписал указ жилищного фонда, который говорит управляющим компаниям, что если в течение 15 дней в доме обращаются к управляющей компании, и они не выполняют это задание, то администрация обязана собрать собственников и принять решение, что делать с этим управляющей компанией. Но в любом случае отдельно без собственников вы сделать это не можете. Потому что вы ее выбираете, и у вас полномочия. Хорошо, вот допустим, мы сейчас мы заключим договор, мы отказываемся, не получится, мы придем тот же самый белый называется, а нам там в 3 раза дороже скажут, да, мы готовы вас дом платить, тарифы, конечно. Нет, это все не слушайте, тарифы утверждены комиссией. Да, у всех одинаково. Это вот вы вопрос задали правильно, может быть, вы принимаете решение, значит, вот есть деньги, да, значит, которые платят жители, значит, они там, скажем, будут какому-то рабочему платить 100 тысяч, и у вас денег на текущий ремонт будет оставаться меньше, поэтому вы тоже принимаете решение по отчету по финансовому, что, чего, куда, как и почему. Но это надо делать, потому что жители просто многие даже не знают. Вот собираешься, они даже не знают. Нет, это не правильно, это неправильно, это неправильно. Вы видите, что сейчас Медведев, как ужесточает по ЖКХ, сам проезжает, законы сейчас будут ужесточать. Я говорю, что сейчас будут, я думаю, что законы, которые сейчас выпустят, они будут ужесточены, что только дураки, так сказать, не понимающие. Да. Не платят еще 3 года. Тихо, спокойно. Да, я помню. Вот послушайте, я Ладно, вы мне сказали, последний раз я буду бреховкой перед вами, я приду в автобус. Значит, вы давайте на этой неделе закончите ремонт. Какой? Одного подъезда. Одного подъезда, да. А дома вообще. Значит, еще раз повторюсь, вот до кризисных явлений вы все Балашихинцы, да? Мы 80% всех подъездов Балашихинского района. Старший по дому. Это Коваленко, кстати, писал 2 года назад. Темный дела, господин Тем по этому дому. Победа 4. Им отдавали. Претензии к ремонту первого подъезда. Претензии. Все у нас. Ветеран. ВОЗ и ныне там. 4 месяца заниматься с одним подъездом. Как там? Один подъезд? Нет, там... Один подъезд, там один делают, да, должны все. А сделали один, и то не до конца. Не должны, она говорит, денег нет. Это мы вам несколько лет будем делать. 3 подъезда. Они по 185-му делают? Нет, 185-ми делали, ремонт сделали. Там у них одна проблема была. А теперь за счет текущего ремонта. Понятно. Евроокна поставили. Да? Почитайте, какая окраска, какая побелка, как окна, как дверь поставили, межкомнатную дверь на подъезд поставили. Говорю начальнику РЭО, вы что, смеетесь, что ли? А что? Что, на 5 лет простоит? Я говорю, а дальше чего? Я говорю, и темную, а что, вам железную поставить? Поставьте. Все, хорошо, поставили. Пускай темного переведут туда, где вы живете, где мы живем, наш дом. Ни одного чиновника нет, а рабочий класс, который... Наверное, сложное, сложнейшее собрание, что было у вас. Но, тем не менее, то, что жителям не безразлично, это, наверное, самое главное. Судьба их, по сути, да, их жизни, их домов. Как вы относитесь к этому? Я считаю, что нормальное собрание, хотя тяжелое, просто много эмоций у жителей.
силу того, что действительно достаточно много проблем. Хотя, сказать, первая была ошибка, рядом администрации, и достаточно много работ было сделано. Работа капитальная. Но опять сталкиваемся с теми проблемами инертности наших жителей, да, которые считают, что придет кто-то со стороны и сделает. Самое, конечно, подтверждающее по всем встречам, что жители не знают законодательства и считают, что, значит, бесполезно, значит, переизбирать какие-то выстраивать взаимоотношения с управляющей компанией, не понимая того, что житель сегодня платит деньги от управляющей компании, с которой надо заключать договора, в которых нужно прописывать все взаимоотношения по качеству предоставляемых услуг. Обязательно нужно прописывать отчет финансовый за те деньги, которые жители платят, да, с заключением, значит, обсуждением СМЕР. Обязательно прописать, что старшие, значит, подъезды, старшие домов, советы домов должны подписывать акты выполненных работ. Ну и самое главное, чтобы компания, которая сегодня обслуживает жилье, она, в общем-то, сама интересовалась, да, и ходила и решала те проблемы, которые необходимы для нормального проживания жителей. К сожалению, вот я обращаюсь к жителям, к нашим, что надо сегодня вникать в обслуживание своей собственности. Сегодня нужно выстраивать и заключать юридические взаимоотношения с управляющими компаниями. У нас достаточно много хороших управляющих компаний в районе. И если компания не отвечает вашим требованиям, не выполняют обязательств, да, то, конечно, их переизбирать. Вот сегодня на встрече, вот уже вторая встреча такая, вот на третьей Балашихе, это было, что управляющая компания вот той зимой, когда был ледяной дождь, чистили крышу, пробили ломами крышу, да и до сих пор это не сделано. И жители обращаются в управляющую компанию, и, так сказать, никаких сдвигов результатов нет. Конечно, полный беспредел, и, по сути, решение собственника должно быть, конечно, заменить управляющей компании, потому что если, так сказать, люди уже видимо не делают, да, то от них ждать, в общем-то, лучше нет смысла. Поэтому процесс идет, вот, с жителями встречаемся, жители многие на самом деле подходят и говорят, что и понимают, что надо принимать эти решения, что проблема еще то, что вот, инертность наших жителей не позволяет нам собрать кворум для того, чтобы принимать решения, приходится решать вопросы эти заочным голосованием, это тоже вариант. Вот. Но тем не менее, я считаю, что законодательство поменялось, что у нас сегодня есть все возможности и рычаги, значит, подобрать и заставить компанию управляющую работать и предоставлять качественную услугу. Вот. И благодаря тому, что вот сегодня и президент наш Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович начал очень остро обращать внимание на работу жилищно-коммунального хозяйства, что были высказаны, значит, предложения по ужесточению законодательства, касающихся вопросов управляющих компаний. Я думаю, что это даст, в общем-то, хороший результат. Но самое главное, еще раз, что активность наших жителей должна быть, в общем-то, выше. Да, и мы должны понимать, что не придет никто за нас и не сделает и не исправит, да, ту проблематику, которая есть у нас как собственники жилья. Поэтому жители должны быть более активные, и тогда будет успех. И вот я, так сказать, вижу, что это необходимо делать, поэтому и принято такое решение по проведению вот этих встреч. Но вот сегодня мы встречались с 15 домами, многие старшие домов сказали, что да, надо делать встречи меньше, потому что много вопросов, в общем-то, так, чтобы более продуктивно проходили эти встречи. И теперь встреча будет непосредственно между управляющими компаниями и Да. Многие, значит, старшие домов, которые здесь присутствовали, уже приняли для себя решение, что нужно менять управляющую компанию, они уже не верят им. А так, да, что со следующей недели вот, мы предоставляем им помещения, они начнут, мы будем помогать встречаться, значит, отдельно, значит, совет дома, жильцы дома, кто пожелает, заслушивать управляющие компании,
претензии, выслушивать сроки, вот, выстраивать взаимоотношения. Значит, если кто захочет, чтобы эта компания обслуживала, подписывать договора, обязательно это нужно. Подписать договора, это все нужно прописать. И не надо ждать завтра, послезавтра, надо сегодня это делать. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее, значит, те проблемы, с которыми мы обращаемся, будут решены. Спасибо.